Это совещание для тех, кто любит свою профессию и желает в ней совершенствоваться. Встреча преподавателей Ингушского государственного университета и специалистов Кабардино-Балкарского научного центра РАН в самом разгаре. Обсуждает самую популярную на сегодняшний день тему робототехника. Искусственный интеллект является одним из приоритетных направлений последних лет. Углубились в нее и в государственный альма-матер. Новый ректор, профессор Албакова Фатима Усуповна, реформатор по многим направлениям развития нашего университета. Сразу определила слабые направления развития нашего университета и уделяет особое внимание, в первую очередь, развитию электротехники, электроники, цифровых технологий. Поэтому ваш приезд, уважаемые гости, для нас очень важен. Не скрываем, что собираемся извлечь из сотрудничества с вами много пользы для нашего университета. Главная цель совещания – не просто наладить связь, а подкрепить ее точными планами и результатами. Направление это для университета новое, тема сложная, но интересная. Председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин отметил, что интеграция в механизмы и системы позволит автоматизировать трудоемкие процессы, в том числе повысить их точность и производимость. Для республики это необходимый вектор. Сегодня вот то, что мы называем робототехникой, шагнуло так вперед далеко к молодежи. У нас сегодня из 37 школ, в 68 школах существуют и созданы точки роста, где этому как раз направлению придают значение. Ну и последнее достижение, наверное, у нас был форум недавно «Машук». 3/4 места достались нам, и самое главное, там есть одна работа очень хорошая именно по робототехнике, и вторая работа автоматизации изучения ингушского языка. Глава очень придает много внимания сохранению этих вещей. Не оставили без внимания и реанимированные предприятия. На сегодняшний день в республике 2 фабрики, которые полноценно функционируют. В процессе перезапуска и высокотехнологичный завод по производству осветительного оборудования «Сердало». Вот на сегодняшний день некоторые мы смогли поднять и оживить, и запустить в них жизнь и наладить. А некоторые предприятия, ввиду отсутствия знаний технологий специальных, вот у нас одно предприятие есть, оно называется «Сердало». Его замышляли раньше как одно из направлений космической техники производства тонких паст. Поэтому у нас еще и обращение, если кто-то знает и поможет, потому что стоит оборудование на огромные суммы денежных средств. Весь проект стоил 1 200 000 000. Значит, на сегодняшний день мы реанимировали только ту часть, которая производит самые элементарные вещи. Это электрические лампочки, лампы, светильники, светофоры. Но это все отверточные технологии, это не требует больших знаний. А вот здесь мы бы хотели обратиться к вам. Возможно, может кто-то из специалистов сегодня даже выехать на это предприятие, посмотреть. Уникальное оборудование стоит. 15 миллионов долларов, 10 миллионов долларов и не используется. Совещание о применении робототехнических комплексов начинается с доклада руководителя Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники. Сегодня он один из председателей оргкомитета конференции. В ходе выступления Олег Мартьянов рассказывает о системе искусственного интеллекта в интересах решения народно-хозяйственных задач. Он также привел статистику и поделился успехами в области технологий в научном центре. Разработанный совместно со многими коллективами научными робот Федор слетал в космос, да, вот в рамках помощи космонавтов для, прежде всего, действий в открытом космическом пространстве. Отрабатывая технологии автономного движения и применения робототехнических платформ, начинали мы работать в интересах Министерства обороны, а сейчас эта работа уже идут совместно с КАМАЗом, совместно с Уралом по дальнейшему развитию автономного применения техники, как для обеспечения охраны больших протяженных объектов, работы в карьерах и вообще в целом просто движения автономного. В мае этого года Ингушский государственный университет заключил соглашение о сотрудничестве с Институтом радиотехнических систем и управления Южного федерального университета. Это обмен опытом и реализация совместных проектов. Руководство этого вуза передало в дар Ингушскому государственному университету современное лабораторное оборудование. Но мы не хотели бы останавливаться на достигнутом, поскольку видим перспективы роста вот того взаимодействия, которое налаживается сейчас между нашими университетами. И не только нашими. Сегодня по нашей просьбе
Здесь, в Магасе, состоялось и состоится сейчас, проходит заседание рабочей группы научно-технического совета военно-промышленной комиссии Российской Федерации совместно с Национальным центром развития технологий базовых элементов робототехники. Здесь присутствуют руководители федеральных исследовательских центров Российской Федерации, представители вузовской науки. И сейчас совместно на этом мероприятии мы хотели бы очертить тот круг вопросов, где бы мы могли быть полезны для Н.В.Ужского государственного университета. Учебно-лабораторное оборудование станет отличным подспорьем для студентов бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Практикантам станет проще оттачивать теоретические навыки и развивать мышление. Такое тесное взаимодействие университетов и центров позволит студентам более углубленно изучить современное состояние, тенденции и динамику развития систем искусственного интеллекта и технологий робототехники. Очень интересные знания мы получили о существующих ваших кафедрах, о специальностях, которые у вас есть. Мы сейчас обсуждали вопросы, связанные с безопасностью в горах, обсуждали вопросы, связанные с энергетикой, обсуждали вопросы, связанные с работой в области развития микроэлектроники, каких-то прикладных продуктов и так далее. И познакомившись с вашим университетом, мы надеемся интегрировать вот нашу общую большую среду и дать возможность для дальнейшего развития. Это не первое соглашение университета с научными центрами. ВУЗ развивается и открывает перспективные направления. Сразу после совещания гости поехали на завод «Сердало». Хава Гагиева, Асхат Белакиев, Новости 24.